Киберспорт, как отмечает Валерий Берзеня, директор Ассоциации киберспорта Абхазии, необходим для общества республики. Киберспортивные дисциплины собирают достаточно большое количество людей. Параллельно с этим у них самые большие призовые фонды во всем мире. У меня произошла такая мысль, что можно развивать и это направление для того, чтобы там, ребята, которые хотят играть в компьютерные игры, они имели возможность участвовать в таких небольших турнирах, где будет там призовой фонд, либо там, как по киберспортивному сленгу говорится, битва за респект, да. И тогда я помню, что произошла такая история, мы с ребятами переговорили и сказали, давай мы сделаем турнир на пляже, тем более у нас природа прекрасная. Мы своими силами организовали первый турнир по виртуальному футболу. Он проходил в городе Новый Афон. Там участвовало более 50 человек. Мы увидели, что положительная динамика и очень многие заинтересованы. И шаг за шагом мы вот на протяжении 4 лет проводили турниры. Турниры были разных масштабов, но их важность заключается в том, что помимо активности еще запускаются трансляции на высоком уровне. Акра уже получила хвалебные письма и сообщения от коллег из России. На счету ассоциации уже 8 крупных турниров. Если мы первые годы делали турниры непосредственно для наших ребят внутри территории Республики Абхазия, то сейчас мы уже выходим на другой уровень. Мы можем спокойно принимать международные турниры на территории РА, и параллельно мы еще время от времени участвуем на небольших региональных турнирах на территории Российской Федерации. В прошлом году команда ассоциации заняла 3-е место на турнире по дисциплине Counter-Strike 2, который прошел в Республике Адыгея. В текущем году Акра добилась еще большего успеха. Команда Чача Гейминг из Абхазии одержала победу на турнире по компьютерной игре Dota 2. 20-21 апреля мы ездили в Майкоп на турнир по Dota 2. Там участвовало порядка 12 команд с Адыгеи и Краснодарского края. Это были победители и призеры различных других турниров. Безусловно, хотелось бы отметить достаточно высокий уровень проведения организации этого мероприятия. Хотелось бы, конечно, поблагодарить организацию Адыгеи за то, что они нас пригласили. На мероприятии прозвучали слова благодарности сотовому оператору Амобайл, телекомпании Море ТВ, Управлению по делам молодежи и спорта города Сухум, Комитету по делам молодежи и спорта и всем, кто поддерживает молодую организацию. Когда ребята к нам обратились, мы оказали всяческую поддержку. Это и финансовая поддержка, и там кое-что для приобретения ребятам. Ну, я считаю, что нужно помогать, развивать киберспорт, потому что это как бы спорт будущего. Член ассоциации Акра рассказал, что начиная с локального уровня, со стечением времени было понятно, что есть необходимость создания ассоциации. Был большой отклик от аудитории. Речь идет о большом количестве игроков, принимающих участие в турнире. Если игроков, говоря об игроках, мы говорим о сотнях, то при просмотрах на разных площадках, таких как YouTube, Twitch, мы говорим о тысячах людей на территории республики и за ее пределами, которые активно интересуются, пишут комментарии и хотят участвовать в наших турнирах. Собственно, двери открыты, мы организовываем турниры, в том числе и для представителей из других стран. Главное, чтобы принимали наш регламент, не спорили с организаторами и показывали действительно хороший уровень. Соответственно, с нашей стороны мы тоже открыты для того, чтобы участвовать в каких-либо международных турнирах. За все время ассоциация провела 8 больших турниров и более 10 локальных, то есть без большой организации и трансляции. Акра развивается и расширяется. Например, в этом году в штат взяты комментаторы и ведущие. До конца года у нас еще планируется около 5 турниров, тоже разных масштабов. 100% будет 2 больших турнира, может быть добавится фиджитал турнир, фиджитал футбол. Мы как раз сейчас будем проводить переговоры с Федерацией мини-футбола Республики Абхазия. Мы очень рады заниматься этим, потому что это еще одна возможность для нашей республики развивать и это направление. Несмотря на некоторые трудности, члены ассоциации не унывают и уверенно двигаются вперед, чтобы развивать киберспорт в Абхазии. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.